Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Турция предъявила ультиматум Кыргызстану немедленно закрыть все турецкие лицеи и вузы, которые финансировал миллиардер Гюлен. Республика пока ответила отказом. Такого вообще не было, чтобы они прям вдалбливали к нам в умы, что там про ислам, про Фетхулла Гюлен. В самой Турции власти продолжают громить образование, медицину и медиа. Сегодня объявлено о запрете сразу 130 СМИ, среди них 16 телеканалов. Журналисты объявлены вне закона. А людей наказывают просто за то, что они работали в изданиях Гюлена. Таджикистанцы почти перестали ездить на поездах, особенно в Москву. Основная причина – произвол пограничных и таможенных служб соседних стран. Сильно мучают. Паспорт могут отобрать. Боятся теперь люди ездить. Со слезами на глазах Россия проводила свою олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро. Но даже те, кто поехал, могут не допустить до соревнований. Владимир Путин на прощание вновь разоблачил западный заговор против российского спорта. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые так называемые двойные стандарты. В Беларуси уронили ядерный реактор. ЧП произошло на строительстве белорусской АЭС. 300-тонная конструкция упала с высоты 4 метров. В Вильнюсе паника. Повторяющиеся аварийные ситуации показывают, что наши опасения были обоснованы. Власти Турции объявили о запрете сразу 130 турецких средств массовой информации. Под репрессии попали 16 телеканалов, 23 радиостанции, как минимум 45 газет, 15 журналов и 29 издательских домов и 3 крупных новостных агентства. Выданы ордера на арест 47 журналистов оппозиционной газеты «Заман». В список подлежащих немедленному задержанию попали известные в Турции публицисты и аналитики. До этого уже задержано 16 журналистов. Всех их обвиняют в симпатиях к турецкому проповеднику Гюлену, которого турецкие власти считают организатором попытки военного переворота. Просто возмутительно, что столько людей находятся под следствием. Эти решения принимаются без разбора, а людей наказывают просто за то, что они работали в изданиях Гюлена. Соединенные Штаты Америки осудили разгром гражданских институтов в Турции и аресты журналистов. Хотя представитель Белого дома Джон Кирби уточнил, что турецкие власти имеют полное право наказать виновников мятежа. Мы рассматриваем задержание как продолжающую тревожную тенденцию, которую используют правоохранительные и судебные органы для препятствования законным политическим дискуссиям. Еще до переворота власти Турции неоднократно пытались разгромить газеты и журналы, которые финансирует миллиардер Гюлен. Несколько месяцев назад, во время штурма редакции газеты «Заман», даже произошли столкновения между ее читателями и спецназом. Напомним, что после недавнего мятежа военных турецкое правительство закрыло в стране, связанных с Гюленом, 12 тысяч школ, сотни вузов и университетов, 35 медицинских центров, более 60 тысяч человек только в сфере образования были уволены без права заниматься своей профессиональной деятельностью. Сейчас под арестом в ожидании введения смертной казни находятся более 8 тысяч военных. Власти Турции не ограничиваются территорией своей страны. Ультиматум с требованием закрыть все турецкие учебные учреждения, связанные с Фетхуллахом Гюленом, министр иностранных дел Турции предъявил и Кыргызстану. Ранее такому требованию подчинились в Азербайджане, где был за один день закрыт лучший университет страны «Кавказ». Кыргызские власти пока ответили отказом. Наш корреспондент Шавкат Тургаев о реакции Кыргызстана на требования Турции. Имя проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена Джилдыз Джумалиева узнала, когда училась в турецком лицее в старших классах, да и то невзначай. Знала о нем в 10 или в 11 классе. То есть это не было так, что нам целенаправленно рассказывали, что Фетхуллах Гюлен, он основатель и так далее. Это чисто какой-то там был разговор, и то между нами, девочками. Религиозную идеологию Гюлена, по словам девушки, в лицее Сибаты и университете Ататюрк-Алато ей не преподавали. Джилдыз получила качественное светское образование, которое помогло найти ей хорошую работу. Такого вообще не было, то есть чтобы
кто-то там из преподавателей или же из воспитательниц, чтобы они прям вдалбливали к нам в умы, что там про ислам, про Фетхуллах Гюлена, что нужно так вести, так себя, что нужно там закрываться. Такого не было. То есть зомбирования не было. И против Турции нас не настраивали или против правительства. О закрытии в Кыргызстане турецких образовательных учреждений заговорили после скандального интервью министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. В нем дипломат весьма недипломатично потребовал от властей Кыргызстана ликвидировать в стране лицеи, якобы созданные Гюленом. По официальной версии Анкары, именно сторонники проповедника Фетхуллы приложили руку к неудавшемуся перевороту в Турции. Кыргызстан хоть и является нашей братской страной, но от его решения зависят наши отношения, потому что братская страна не должна держать у себя террористическую организацию, которая устроила попытку переворота. Реакцию МИДа Кыргызстана долго ждать не пришлось. В распространенном пресс-релизе не менее жестко было заявлено, что судьба турецких школ и лицеев – внутреннее дело нашего государства. Однако некоторые политики призвали прислушаться к словам Чавушоглу. Мы должны любому заявлению, тем более такого ранга руководителя любого государства, мы должны относиться очень серьезно и реагировать мы должны. Значит, исходя из этого, я просто хотела бы сказать, просто, наверное, может быть, проверить именно программу обучения Сибата. По словам Джолдошевой, оснований для закрытия учреждений Сибат нет. Хотя в прошлом году, будучи депутатом, она намекала на это. Мол, могут испортиться отношения с Эрдоганом. Иные политики полагают, что программу турецких учреждений нужно тщательно проанализировать и исключить из нее влияние исламской теологии. Мы же знаем, что Гюлен — это все-таки мусульманский проповедник, так? И он, так сказать, в какой-то степени несет ислам и в своей тоже, так сказать, поведении. Мы уже об этом говорил. И поэтому мы должны как раз таки от этого отойти и воспользоваться, и как бы сделать, не допустить ту революцию, которую нам хотят навязать извне, а вот как бы ее предотвратить заранее. Между тем, руководство Сибата свою связь с Гюленом не подтверждает, но и не опровергает. Я не знаю, какое прямое это приложение сделал Фетхуллах Гюлен, но, может быть, мы тоже являемся одним из направлений его работы. Возможно. Вот. И потом его идеи, вот, которые именно притворяются в нашей работе, в нашей системе, они абсолютно не противоречат идеям нашего закона об образовании, идеям нашего закона о труде, идеям нашей Конституции. За 25 лет работы в Кыргызстане Сибат зарекомендовал себя с лучшей стороны. Уровень образования здесь выше, чем в обычной школе. Каждые 5 лет учреждения подтверждают свою лицензию и при необходимости готовы принять комиссию из Министерства образования. Мы готовы, мы открыты принять именно профессионально подготовленных людей, которые бы показали наши лучшие стороны, показали наши где-то недоделки, может быть, советы дали бы для развития, для дальнейшего совершенствования. Перипетии Министерств иностранных дел двух стран попытался сгладить посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч. В интервью информагентству Акипресс дипломат заявил, что Турция не посягает на суверенитет Кыргызстана, а слова министра Чавушоглу не должны приниматься близко к сердцу. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Забастовка в западно-казахстанском городе Жанаозень. Это тот самый город, где 5,5 лет назад власти расстреляли митингующих в День независимости республики. На этот раз сотни рабочих нефтесервисной компании отказались выйти на работу и заявили, что протестуют против сокращения рабочего времени и снижения зарплат. Рабочие также требовали выпустить из полиции своего профсоюзного лидера Садвакаса Беккалиева. Вот уже 4 дня мы здесь стоим, но к нам не приходит никто. Ни Аким, ни другие не принимают наши заявления, наши страдания и чаяния. С начала года идут гонения. Этого выгнали с работы, того выгнали с работы. Предлог, говорят, украли, мол, что-то. Воруют же сами их начальники, их мастера. Это не ложь. Того вызвали в КНБ, этого вызвали в КНБ. Меня вызвали в КНБ. Комитет национальной безопасности работает на народ или борется против рабочих?
Напомним, что 16 декабря 2011 года в городе Жанаузень полиция применила огнестрельное оружие по бастующим нефтяникам. В результате этих событий погибли 17 человек, около 100 были ранены, десятки задержаны и арестованы. Железнодорожный транспорт в Таджикистане продолжает терять пассажиров. В разы сократились и грузовые перевозки. Почему таджикистанцы не хотят ездить на поездах в Москву? Одна из причин – многодневные обыски любых поездов при пересечении границ. О том, каким унижением и поборам подвергаются таджикские пассажиры. В репортаже Анушервона Арипова. Раньше я всегда на поезде ездил. В дороге никому до нас не было дела. Такого количества расспросов и проверок не было. А сейчас, особенно молодежь, сильно мучают. Паспорт могут отобрать. Боятся теперь люди ездить. Между самолетом и поездом $60-70 разницы. За 4 дня на поезде эти же деньги уйдут на еду. При этом столько проблем на границах. Ездил поездом. Сейчас чуть ли не каждый поезд задерживается на границах, иногда более чем на 2 суток. Не могу так. Железные дороги Таджикистана продолжают терять пассажиров. Если еще 5-6 лет назад большинство выезжающих в трудовую миграцию таджикистанцев выбирали поезд из-за низкой цены на билеты, то сегодня они предпочитают самолеты. Разница в цене составляет порядка 20%. И люди готовы расстаться с этими деньгами, чтобы сэкономить время и нервы. Поезд идет из Душанбе в Москву около 4 дней, преодолевает 4 границы, и на каждой таджикистанцев ждут многочисленные проверки и унижения со стороны правоохранительных органов, которые занимают иногда по 10-15 часов. Таможня отдельно проверяет, граница отдельно проверяет, санитария, ветеринария, все всевозможные структуры, которые работают на границе той или этой страны, они заходят, они по очереди проверяют, ищут сумки, заставляют декларировать личные телефоны, фотокамеры или планшеты, или вот что-то, что из бытовой техники с собой. По словам экспертов, в области транспорта основные проблемы возникают у таджикистанцев на границе с Узбекистаном. Таможенники конфискуют незадекларированные телефоны, даже проверяют память электронных устройств, фотокамер, перетряхивают багаж и грубят пассажирам. Таджикские наши поезда, наши проводники, наши бригадиры поездов по этому маршруту, как я увидела, не имеют никакого влияния. За то, что просто один из наших пассажиров в купе бросил окурок на станции Кудукле, это приграничная с Узбекистаном, этого молодого человека высадили и сразу депортировали. Вот просто и никто из наших ответственных за поезд не заступился за него, потому что, говорят, бесполезно. Защитить своих пассажиров от произвола различных приграничных структур руководство ТЖД не может. Это единственный железнодорожный путь, который связывает Таджикистан, находящийся в транспортном тупике, с Россией. По нему проходит половина экспортируемых и импортируемых товаров. И на конфликт идти не хочется, говорят эксперты. Ответные меры принять тоже не получится. Соседние республики уже не используют железные дороги страны для транзита своих грузов. Узбекистан построил несколько веток в обход Таджикистана. Раньше через наши железные дороги транзитом шли товары в Узбекистан и Казахстан. Всего от 17 до 18 миллионов тонн в год. В 3 раза больше, чем внутренние перевозки. Этот транзит обеспечивал основной доход ТЖД. Сегодня мы осуществляем только внутренние перевозки. Таджикская железная дорога получает регулярное государственное финансирование, налоговые льготы и преференции. При этом не может стать доходным предприятием. Все же банкротства ожидать не стоит. Государство не позволит развалиться компании. Примерно через месяц будет сдана новая ветка дороги, которая выведет Хатлонскую область из транспортного тупика. Но доходов от нее ТЖД вряд ли получит в ближайшие годы. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Военный суд 201-й российской военной базы признал российского офицера Ивана Щербакова виновным в убийстве 22-летней жительницы Душанбе Шоиры Джобировой и приговорил к 12 годам лишения свободы. Суд также обязал подсудимого выплатить семье убитой компенсацию за моральный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает таджикская служба «Радио Свобода» ОЗОДИ. 11 ноября 2015 года офицер Иван Щербаков изнасиловал и зверски убил девушку прямо на территории российской военной базы. Ее изуродованное тело он выбросил в мусорный бак. Подробности убийства были настолько шокирующими, что суд принял решение полностью засекретить любую информацию из зала суда. Поэтому о приговоре, который был вынесен еще 19 июля, в Таджикистане узнали только сегодня. Свое наказание Щербаков будет отбывать в России. Далее в программе.
Со слезами на глазах Россия проводила свою олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро. Но даже тех, кто поехал, могут не допустить до соревнований. Владимир Путин на прощание вновь разоблачил западный заговор против российского спорта. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые так называемые двойные стандарты. В Беларуси уронили ядерный реактор. ЧП произошло на строительстве белорусской АЭС. 300-тонная конструкция упала с высоты 4 метров. В Вильнюсе паника. Повторяющиеся аварийные ситуации показывают, что наши опасения были обоснованы. В Москве проводили российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Из заявленных 387 олимпийцев в Бразилию отправились только 250. Более 100 спортсменов остались дома из-за дисквалификации в связи с допинговым скандалом. В Москве спортсменов провожали с военным оркестром под стенами Кремля. Проводы, в отличие от прошлых лет, не выглядели слишком праздничными. Некоторые известные спортсмены, которых не допустили до Олимпиады, не скрывали своих слез и обид на встрече с президентом России. Сам Владимир Путин еще раз повторил слова о заговоре против российского спорта. Спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что это на самом деле очень важно. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые так называемые двойные стандарты, и несовместимый со спортом, да и вообще со справедливостью и элементарными нормами права принцип коллективной ответственности, или, как было сказано, отмену презумпции невиновности. Между тем, число участников российской сборной может сократиться еще на 50 человек, и им придется вернуться назад в Москву. Сами российские спортивные чиновники накануне отлета сборной прогнозировали, что реально участие в Олимпийских играх смогут принять всего около 200 спортсменов из России, чьи пробы на допинг оказались чистыми. На белорусской АЭС, которая строится всего в 10 километрах от границы с Литвой, строители уронили ядерный реактор. Некий 300-тонный агрегат. По информации белорусских общественников, это был корпус реактора. Во время его установки рухнул с большой высоты и разбил бетонное основание. ЧП не на шутку перепугало Литву. Белорусская АЭС строится так близко от Вильнюса, что в солнечный безоблачный день ее уже видно в бинокль с вильнюсской телевышки. Официальный Минск и российская корпорация «Росатом» опровергают серьезность аварии. Инцидент действительно был, но корпус реактора не поврежден и готов к установке, заявили в «Росатоме». Такие объяснения Литву не удовлетворили, а Министерство иностранных дел уже формулирует очередную ноту протеста. Беларусь уходит от ответов на вопросы о безопасности, не желает пустить наблюдателей, и это все время вызывает у нас беспокойство. Повторяющиеся аварийные ситуации показывают, что наши опасения были обоснованы. Жители столицы Литвы за строительством станции следят. Любые новости о БелАЭС становятся главными, но а к будущему соседству относятся с беспокойством. Хочется каких-то гарантий, чтобы нас заверили, что она будет безопасной, чтобы мы жили спокойно, чтобы мы получали хотя бы информацию вовремя, а не как в советское время, когда нам постоянно лгали. Я негативно отношусь к этой станции. К мнению людей не прислушиваются, и пугает то, что появляются новости о несоответствии безопасности. Об этом умалчивали с 10 июля, но как соблюдаются технические регламенты при строительстве данной станции, я честно не знаю. Нам это вообще не говорят ни белорусам, то есть власти наши молчат об этом, но мне кажется, что все же эта информация немножко мутная, что-то там происходит. Неудивительно, что с таким настроем одной из местных партий с легкостью удалось собрать подписи жителей для внесения в парламент закона, который запрещает транзит и покупку электроэнергии с белорусской АЭС. Люди очень охотно подписывались. Было очень мало людей, которые, грозя пальцем, говорили, что «батька вас еще научит». Все люди напуганы этим островецким монстром. Основной потребитель белорусской электроэнергии, как предполагается, будет Швеция. В Швеции
закрываются местные атомные электростанции и прогнозируется дефицит электроэнергии. Если заблокировать саму возможность продажи электроэнергии на Запад и в страны Скандинавии, то экономическая основа АЭС развалится, и строительство просто заморозят, уверены литовские политики. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва. В столице Франции в соборе Парижской Богоматери провели мессу в память о зверски убитом террористами из ИГИЛ 86-летнем католическом священнике Жаке Амеле. На службу в главный собор страны приехала вся французская политическая элита во главе с президентом страны Франсуа Олландом. Папа Римский Франциск обратился с борта своего самолета с речью о произошедшей трагедии. Он сказал, что это преступление не имеет религиозной окраски. Мы не должны бояться говорить правду. Мир находится в состоянии войны, так как он потерял покой. Когда я говорю о войне, я говорю о реальной войне, не война религии. Существует война интересов, существует война за деньги, существует война за природные ресурсы, существует война за господство народов. Это война. Я не говорю о религиозной войне. Нет, все религии хотят мира. Свое заявление Папа Римский Франциск сделал по пути в Польшу, где его встречали сотни тысяч местных католиков. Это фактически первый визит Папы Римского в эту страну после кончины папы-поляка Иоанна Павла II. Западные СМИ уже назвали столпотворение, которое вызвал в Польше визит понтифика, католическим Вудстоком, по аналогии со знаменитым музыкальным фестивалем в Америке. Между тем, на месте в Польше Папа Франциск неожиданно упал. Ему на помощь пришли находившиеся рядом священнослужители. Несмотря на это, Папа, придя в себя, выступил с речью перед 100-тысячной аудиторией верующих. 4 клона овечки Долли дожили до преклонных лет здоровыми, показали исследования Ноттингемского университета. Это позволило ученым опровергнуть распространенное мнение, что клонированные животные стареют раньше своих сородичей, появившихся на свет традиционным образом. Подробности в репортаже Рейтер. Дебби, Денис, Диана и Дейзи. У этих овец много общего, а точнее все. Каждая из них – генетическая копия овечки Долли, первого клонированного млекопитающего в истории. Сейчас им от 7 до 9 лет. Это солидный возраст – от 60 до 80 в пересчете на человеческие годы. За здоровьем клонов пристально следили на протяжении всей их жизни. Сейчас они выглядят и чувствуют себя прекрасно, рассказал профессор Кевин Синклер из Ноттингемского университета. Общие результаты обследований показали, животные могут похвастаться отменным здоровьем. Овечка Долли появилась на свет в 1996-м в результате первого в мире эксперимента по выращиванию клона из клеток млекопитающего. Долли прожила не слишком долго, всего 6,5 лет. К моменту смерти у овцы были заболевания легких и артриты, характерные для более пожилых организмов. Это дало почву для утверждений о том, что клонированные животные стареют быстрее обычных особей. По словам ученых из Ноттингемского университета, Долли умерла преждевременно из-за того, что ее держали в закрытом помещении, опасаясь несчастных случаев. Результаты исследований, полученные за годы жизни клонов Долли, показали, генетические копии подвержены самым обычным возрастным изменениям, и не более того. Для фермеров и врачей это прекрасные новости, говорит профессор Синклер. Есть надежда, что нам удастся эффективно перепрограммировать клетки, что приведет к безопасному использованию технологии клонирования в медицинских и сельскохозяйственных целях. Исследователи надеются, что клонирование поможет, например, бороться с болезнью Паркинсона или лечить травмы позвоночника. Так что наследие Долли, вероятно, ожидает большое будущее. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.